Здравствуйте! На прошлом уроке мы с вами подобрали новые текстуры для того, чтобы сделать материалы на наших объектах. На прошлом уроке мы в интернете нашли нужные нам текстуры дерева, пока что только дерева, светлого дерева, а также темного дерева. Как теперь работать с этими текстурами? Давайте мы возьмем сначала пол, да, то есть темное дерево, попробуем посмотреть, как будет выглядеть те текстуры, которые мы для него подобрали. Для этого мы идем в настройки материалов и находим там Base Color. Вместо Base Color вот рядышком на кругляшок нажимаем, находим Image Texture, то есть мы будем подключать новую текстуру. Нажимаем на... Ой, нет, неправильно, Ctrl-Z. Так, мы сделали неправильно, мы не должны делать новую текстуру. Крестиком убираем. Мы должны сделать именно Open, да, то есть открыть те картинки, которые мы с вами в прошлый раз сохранили. Для этого мы ищем их в своих документах. Документы, нет. Рабочий стол. Так. Ладно, сейчас минуточку. Так, я открыла картинки. Если сложно, заходить в документы, вот я выше поднялась в изображение, можете вообще сохранить вот эту папку, допустим, текстур в Add Bookmarks. Это некая избранное, где мы можем сохранять папки, чтобы не искать их каждый раз. Здесь мы можем минусом убирать, либо добавлять новые отметки. Итак, мы выбираем Dark, да? Dark Wood. Давайте первую картинку открываем и смотрим. У нас картинка прогрузилась. И мы видим, что оно огромного размера. И теперь мы должны с вами разобраться, почему так и как это исправить. Все на самом деле просто, картинка, она была такая, изначально она скачана с интернета и выглядит именно так. Чтобы уменьшить его размер, мы должны с вами, помните, многостраничное окно, вызвать второе окно и зайти в UV Editor. Что такое UV? Это наша развертка. Это то, как выглядит наша 3D-модель в развернутом виде. На плоскости это не очень понятно, но здесь мы видим, что, вот видите, да, этот квадратик, если мы вот этот уголок начнем менять, видите, как искажается, уродуется картинка. Это и есть наша плоскость. Мы его просто делаем, допустим, скейлим, делаем его большого размера, и тогда наша картинка получилась вот такая. Да, она уменьшилась в размерах, но, как я уже говорила, будет плохо выглядеть, потому что на полу обычно бывают плашечки. Поэтому мы берем здесь Open и ищем. Видите, тут еще непонятно, как выглядит картинка, которую мы собираемся. И здесь мы в настройках, здесь поиска, фильтра ставим вот это вот, да, эскизы, чтобы было видно, что мы собираемся применить. Вот он, Dark Woods 3, и уже мы видим некую... Опять-таки заходим в Edit мод, обязательно в Edit моде должно быть, и видим эту плоскость в UV Editor. Здесь мы можем его скейлить, либо вот уменьшать, да, то есть подбирать размер плашечек по масштабам нашей, псевдокомнаты. Кстати, мне рисунок совсем не нравится, да, то есть слишком пестрый ламинат получился. В общем-то, можно это поменять, скачав с интернета более другую картинку. Так, я решила, в общем-то, поменять. Зашла в поисковик и буду искать, может быть, более другую картинку.
Хочу вот эту, сохранить картинку как. И здесь мы уже как бы видим название 4, сохраняем. И в блендере сразу смотрим на эту картинку, открываем, видим, вот она открылась, другая картинка, видите, уже совсем другой вид, получше выглядит. И здесь в Edit моде мы опять-таки масштаб теперь меняем, потому что у нас картинка другая и может выглядеть по-другому. Все. И обратите внимание, у нас вот так как мы материал выбрали такой же на рамочке, у нас рамочка выглядит вот так. Это у нас развертка автоматическая, она не очень выглядит. Мы про это с вами еще поговорим. Ладно, подправила. Ну, это потом объясню, что я сделала, пока не буду. Итак, у нас появилась вот такая. И давайте возьмем стульчик. Здесь уже будет немножко по-другому все. Ну, также мы выбираем Base Color, Image Texture. И здесь Open, открываем нашу картинку в текстурах и находим светлый свет. Светлый свет. Ну, в принципе, да, выглядит будто бы нормально. Но на самом деле здесь ничего нормального нету, потому что у нас идет автоматическая развертка, и выглядит она не очень. Поэтому мы должны с вами выбрать способ развертки. Развертка это у нас, допустим, это, наверное, будет сложно понять на таких объектах. Давайте поэтому мы поговорим про это на следующем уроке, узнаем, что такое развертка, как с ней работать. Но для начала, в принципе, мы уже что-то начали делать с текстурами. У нас появилось материалы на наших объектах. Есть светлое дерево, есть темное дерево. Также у нас остались текстурки для монитора и для клавиатуры. Это мы уже будем делать на следующем уроке. Будем искать тоже картинки и вставлять, смотреть, как все это дело работает. Спасибо за внимание.